удачно выбрана основателями организации, больше всего раздражает чиновников. Ведь башкорт — это самоназвание башкирского народа, написано в материале. Пытаясь работать с башкирским населением, властные идеологи вынуждены применять название башкирского народа башкорт, который ассоциируется прежде всего с запрещенной судом одноименной организацией. Именно поэтому, вернувшись в республику и встретившись с руководителем башкорт Фаилем Алсыновым Азат Бадранов, в ультимативной форме потребовал от него поменять название организации, написано в материале, что было проигнорировано активистами. Видимо, тогда они не планировали как-то мириться с существованием этой организации, ведь у организации чуть позже начались проблемы. Однако для них было крайне важно до решения суда изменить ее название. И до Реалии также пишут, что сделали официальный запрос в правительство с просьбой прокомментировать данное утверждение, однако там отказались отвечать по сути заданного нами вопроса, пишет журналист Дель Реалии. А здесь довольно много имен в материале упоминается, в том числе Ростислав Мурзагулов, Гарифулла Япаров, это один из адвокатов запрещенной в России организации «Башкорт», Валиахмед Батритинов и так далее, другие чиновники, общественные деятели. Материал большой, это лонгрид, можете почитать. Значит, по мнению автора, вот это давление, преследование башкирских активистов продолжается. Следующий материал. Уфимцы смогут узнать о своих правах и свободе на остановках общественного транспорта. Наконец-то. В Уфе представили первую QR-конституцию. QR, да, сейчас меня кто-то поправит. Значит, в Уфе прошел юридический форум, на котором презентовали первую в России QR-конституцию. Об этом сообщил премьер-министр Андрей Назаров. И что он пишет? В ближайшее время в Уфе на остановках и в образовательных учреждениях установим стелы с QR вот этими картинками, и любой гражданин, используя смартфон, сможет на месте ознакомиться с поправками к Конституции по разделам: права и свободы граждан, социальные гарантии, государственное устройство и так далее, пишет Андрей Назаров. По словам чиновника, для того, чтобы превратить республику в самый комфортный регион страны, нужно поднимать вопрос о развитии правосознания граждан. Власти считают, что чем выше уровень вовлеченности граждан в общественно-политические процессы, тем выше уровень жизни. Утверждение, естественно, довольно разумное. Но ознакомиться с поправками к Конституции, ну да, наверное, кто-то не успел это сделать и пошел проголосовал, или вовсе не делал этого, не участвовал в голосовании, но все же это, конечно, очень интересно. Посмотрим, как повысится, друзья, ваш уровень жизни, если вы будете считывать эти QR-картинки на остановках общественного транспорта. Ну что ж, изучайте нашу Конституцию России, подробнее поправки. Может быть, действительно, если у вас возникнет некая культура, некое правосознание, да, как это пишет, то тогда вы поймете, что некоторые моменты в новой редакции Конституции России противоречат друг другу. Ну что ж, удачи вам в этом. Попробуйте все-таки дойти до некого уровня, который хотят видеть власти. Коммерсант. В Башкирию поступила первая партия вакцины от COVID-19. Глава Башкирии Ради Хабиров сообщил в соцсетях, что в Башкирию поступило 1200 доз российской вакцины против коронавируса «Спутник». Значит, ВИ, разработанный НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Что пишет Ради Хабиров? В первую очередь прививаем тех, кто в группе риска, кто работает в непосредственном контакте с зараженными, это медики, учителя и соцработники. Затем до конца года ждем следующую, уже крупнее партию вакцины, написал господин Хабиров. Глава республики, чтобы заранее пресечь возможные мошеннические спекуляции, отметил, что пока все прививки от коронавируса делаются бесплатно, по направлению врачей и только в государственных больницах и поликлиниках. Участников их пока нет, пишет Ради Хабиров. Но что такое 1200 доз? Это на самом деле очень мало, учитывая, что Уфа — это город-миллионник, 1200 доз — это даже не Сипайлово, да? Это даже не какой-то маленький микрорайон Уфы. Но, во всяком случае, наверное, это уже хорошо, но другой вопрос, действительно ли безопасно делать именно эту прививку. Лично я, наверное, понаблюдаю, посмотрю и, возможно, решусь когда-нибудь сделать ее, но, знаете, когда
просто смотришь на остальной мир, на другие страны и понимаешь, что там пока что вакцина не готова, она пока не выпущена в оборот, вот как российская вакцина, и что почему-то российская вакцина была презентована на несколько, можно сказать, месяцев раньше, чем вакцина, например, американская, это вызывает некие вопросы. Действительно ли мы настолько гениальны, что вот так быстро создали такой необходимый препарат? Действительно ли все так с ним хорошо? И я думаю, эти вопросы возникали у вас в том числе тоже. И именно это заставляет задуматься о необходимости делать эту прививку. Но опять же, это не значит, что я антипрививочник и выступаю против вакцинирования, иммунизации. Это на самом деле очень важная вещь, и мы должны понимать, что благодаря прививкам сейчас современное человечество пока не вымерло. И, конечно же, нормальная прививка от COVID-19 должна стать именно тем инструментом, который позволит нашу жизнь снова нормализовать и привести ее именно в тот формат, который был до эпидемии. Конечно, получится или нет, это вопрос другой. Вот некоторые в интернете читал, некоторые эксперты пишут, что сейчас за этот год мы с вами пережили более 10 лет цифрового развития. Как якобы, в том числе Алексей Венедиктов чей-то пост там репостил у себя в телеграм-канале, значит, пишут, что если бы не пандемия коронавируса, если бы не те условия, которые, значит, сейчас сложились в нашей жизни, то самое цифровое развитие пришлось бы, значит, растягивать на многие-многие годы. А сейчас, благодаря пандемии, все вот так в ускоренном темпе и произошло. Но мы с вами это действительно видим. Наша жизнь становится цифровой. Сейчас мы можем работать из дома, мы можем преподавать и слушать лекции из дома, мы можем учиться из дома и заказывать еду, продукты и так далее. Все это, конечно же, очень даже прекрасно. В продолжении темы коронавируса, от осложнений, от последствий заражения коронавирусом умер главный оператор телеканала БСТ Ильдар Насреддинов. Он ушел из жизни буквально вчера, насколько я знаю, об этом сообщил в Фейсбуке директор ГУП ТРК Башкортостан Рустам Зарафуддинов. Он пишет: Ильдар Агзамович, прости, не уберегли. Теперь у Всевышнего два оператора-личника, ты и Расуль Шагимарданов. Покойся с миром. Мы выражаем соболезнования нашему коллеге, который ушел раньше времени. К сожалению, мы должны понимать, что пандемия коронавируса — это действительно опасно. Мы действительно должны понять те риски, которые сейчас поджидают нас совершенно где угодно. Пожалуйста, носите маски, соблюдайте все необходимые требования. Следующий материал, пока есть время. Спортивный журналист из Уфы нуждается в помощи в связи с заражением коронавирусом, пишет медиакурсеть. Уфимскому журналисту Дмитрию Слезину требуется кислородная маска с многочасовым функционированием. 4 декабря стало известно, что известный спортивный журналист из Уфы Дмитрий, переболевший осенью коронавирусом, нуждается в срочной помощи. Об этом сообщили близкие Дмитрия. По уточненным данным, журналист провел в ковид-госпитале несколько недель, в том числе и в реанимации. После выписки он находится дома. Вчера наступило ухудшение самочувствия. По словам близких, Дмитрию нужны были лекарства и кислородная маска с многочасовым функционированием. Ближе к вечеру в соцсетях сообщили, что для Дмитрия нашли на время концентратор. В общем, если наше государство не может обеспечить его кислородом, давайте, друзья, как-то кто может, поможем. Мы переходим, давайте мы с вами сначала поменяем тему и перейдем к интерактивной части. Запускаю я голосование, а вы доставайте свой мобильный телефон, ну или стационарный, кто вас знает. Вопрос такой: по решению арбитражного суда, как мы уже говорили в начале эфира, все акции башкирской содовой компании переданы в федеральную собственность. Значит ли это, друзья, позитивный исход для самой Башкирии? Или республика проиграла игру? Вот, ну, как вам кажется? Если вам кажется, что все под контролем, так и должно быть. Акции теперь в безопасности, и мы видим те самые, как это говорят, негативные проявления, значит, рыночных условий, да, капитализма. Если вы считаете, что все отлично, хорошо, это решение нормальное, и то, что передали федеральную собственность, тоже, в принципе, хорошо. В таком случае ваш номер телефона 262 72 47.
Если вы считаете, что мы потеряли то, что было до конфликта, и проиграли от этой ситуации по полной программе, в таком случае ваш номер телефона 262 72 48. Голосование. Процесс пошел. Напомню еще раз, по решению арбитражного суда Башкирии все акции башкирской содовой компании передали в федеральную собственность. Значит ли это позитивный исход для самой республики? Или Башкирия проиграла игру? Как вам кажется? Если вы считаете, что все под контролем, так и должно быть. Акции теперь в безопасности, а не у федералов, а это значит, что, возможно, теперь уже не возникнет таких ситуаций, как это было с Шиханом Куштау. Если вы считаете, что это нормально, 262 72 47. Если же вы не согласны с таким решением, или точнее считаете его не особо правильным, если вы считаете, что мы потеряли и то, что было даже до конфликта, я напомню, 38% акций было, и проиграли от этой ситуации по полной программе. Просто взяли и отдали нашу крупную компанию, самого крупного производителя соды в России, башкирскую содовую компанию, федералам, и теперь, как говорится, значит, кое-что с маслом. В таком случае ваш номер телефона 262 72 48. Так как сейчас из-за ковидных ограничений мы вынуждены вести эфиры по одному, я не буду выражать свое мнение и оставлю это право вам. Поэтому поднимайте ваши мобильные телефоны. И также, кстати, вы можете писать ваше мнение с помощью смс-сообщений или сообщений в Телеграме и WhatsApp по номеру телефона +7 927 304 1051. Только, пожалуйста, не звоните. Это именно номер телефона для того, чтобы прислать смс-сообщения. Мы обязательно их прочитаем. А если вы хотите рассказать какую-то большую историю, то вы можете это сделать, прислав ее на наш электронный ящик red@uecho.msk.ufa.ru. Еще раз повторю вопрос. По решению арбитражного суда Башкирии все акции башкирской содовой компании переданы в федеральную собственность. Значит ли это позитивный исход для самой Башкирии или республика проиграла игру? Позитивный исход 262 72 47, негативный исход 262 72 48. Большое количество человек проголосовало, и я объявляю стоп. Такие результаты. 19% наших радиослушателей считает, что все под контролем. И 81% слушателей считает, что нет, ненормально. Ненормально, что акции башкирской содовой компании забрали федералы. Мы с вами уходим на федеральные и региональные новости. Во второй половине часа, я напомню, у нас на связи будет уфимская активистка Алла Яковлева. Оставайтесь с нами, чтобы послушать интервью. Половина седьмого в Москве, в студии Яков Широков, в эфире новости. Министр иностранных дел государств Евросоюза обсудит сегодня вопрос о санкциях за нарушение прав человека. По словам источника агентства ТАСС, с помощью нового механизма можно будет наказывать нарушителей, независимо от того, действуют ли в отношении государств санкции ЕС или нет. Также участники совещания планируют обсудить сегодня общий подход к отношениям с США после президентских выборов. Сетевое издание «База» пишет, что в Урус-Мартановском районе Чечни с почестями похоронили Абдуллаха Анзорова. В середине октября он убил учителя истории в пригороде Парижа и был застрелен полицейскими при задержании. Тело Анзорова, по сведениям издания, было доставлено из Франции в субботу. В церемонии прощания накануне приняли участие около 200 человек. В село, где проходили похороны, пускали только местных жителей. Для охраны порядка были выставлены 65 полицейских. А власти Чечни эту публикацию пока не комментировали. 18-летний выходец из Чечни убил преподавателя Самуэля Пати после того, как учитель показал на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда. Родственники жертв крушения лайнера «Суперджет» в аэропорту Шереметьево подали иск в суд Парижа. Ответчиками по нему являются 7 иностранных компаний, которые производят начинку самолета, а также «Аэрофлот», пишет газета «Коммерсант». Представители ИСО говорят, что «Суперджет» не соответствовал нормам летной годности по молниезащите. Именно поэтому, получив электрический разряд во время полета, не смог успешно совершить аварийную посадку. В результате трагедии 5 мая прошлого года погиб 41 человек. Адвокат президента США Дональда Трампа
Трампа Рудольф Джулиани заразился коронавирусом. Об этом в Твиттере написал сам глава Белого дома. Джулиани 76 лет. С 1994 по 2001 годы он был мэром Нью-Йорка. Сейчас специалист координирует работу юристов Трампа, которые пытаются оспорить результаты президентских выборов. В Москве за сутки от коронавируса скончались 76 человек. Об этом накануне вечером сказали в столичном оперативном штабе. Всего с начала пандемии в городе умерли от коронавируса почти 9,5 тысяч. Число случаев заражения в столице с начала пандемии приближается к 650 тысячам. Американская компания SpaceX запустила грузовой корабль Dragon к Международной космической станции. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Это уже 21-й полет компании Илона Маска к орбите. В то же время это впервые обновленная модель, которая может нести на борту на 20% больше, чем предыдущие версии корабля. Dragon доставит на станцию оборудование для научных исследований, запасы продовольствия и технику для НАСА. В Москве сейчас 10 градусов ниже нуля, давление 768 миллиметров ртутного столба. Днем в городе ожидается малооблачная погода, без осадков -5, -7. Яков Широков, служба информации «Эхо Москвы». Три, два, один. Реклама. Говорят, что не время развивать бизнес. Говорят, что нужно переждать. Говорят, что конкуренты тоже замерли. Но я слушаю только себя и продолжаю двигаться вперед вместе с кредитом «Все лучшее просто» от 8,7% годовых. Подробности на farstadt.ru. Ставка при сумме от 2 миллионов рублей на срок до 12 месяцев 8,7% годовых. При сроке более 12 месяцев 9% годовых. Имеется комиссия за выдачу, требуется залог или поручительство, страхование залога. АКБ «Форштадт АО». Генлицензия ЦБРФ 2208. Подробности на farstadt.ru. В Уфе есть люди, у которых есть особое мнение о том, что происходит. Более того, в Уфе есть люди, что не боятся высказать его вслух. По будням эти люди приходят на «Эхо Москвы» в Уфе и отвечают на ваши вопросы. Слушайте программу «Персонально ваш» со вторника по четверг после 15 часов. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. 8 часов 35 минут в Башкирии. В эфире «Эхо Москвы» в Уфе. Новости в студии. Айдар Ахмадиев. Здравствуйте. Чиновников и депутатов Башкирии хотят обязать отчитываться о купленной криптовалюте. Депутаты Государственного собрания приняли в первом чтении ряд поправок, которыми для чиновников и депутатов вводится обязанность отчитываться о сделках по приобретению цифровых финансовых активов и цифровой валюты в рамках сведений о доходах и расходах. Обязанность отчитываться о цифровой валюте в целях минимизации коррупционных рисков коснется депутатов республиканского парламента, чиновников государственной и муниципальной службы, их супругов и несовершеннолетних детей. Еще не построенной волейбольной арене в Черниковке присвоят имя Ульфата Мустафина. Ради Хабиров подписал указ об увековечивании памяти скончавшегося 29 октября мэра Уфы Ульфата Мустафина. Правительству Башкирии поручается учредить ежегодную республиканскую премию именем Ульфата Мустафина в сфере благоустройства среди муниципалитетов, организовать проведение ежегодного международного турнира по волейболу среди юношей и девушек, посвященный памяти Мустафина, присвоить имя Ульфата Мустафина Центру волейбола в Калининском районе после завершения его строительства. Администрация Чекмагушевского района предлагается установить мемориальную доску в средней школе села Старобаширова, в которой учился Ульфат Мустафин, и присвоить его имя улице в селе Чекмагуш. Подобных почестей год назад был удостоен скончавшийся вице-премьер, генерал-лейтенант полиции Артур Ахмедханов.
Его именем назван турнир по курешу в селе Малаяс, установлен бюст. Школа села Турналы названа его именем. Также учрежден ежегодный конкурс начальной военной подготовки, а в Уфе появилась улица, названная его именем. Несмотря на пандемию, правительство Башкирии не отказывается от конгрессной деятельности. Глава Кабмина Башкирии Андрей Назаров утвердил календарь мероприятий на конец 20 января 2021 годов из 47 пунктов. Все традиционные форумы, фестивали, конгрессы и соревнования сохранены, однако сделана поправка на противоэпидемиологические меры. Сохранены все церемонии открытия елок в Уфе, парад Дед Морозов, детские утренники и игры юнармии. Также правительство не отказалось от мероприятий с иностранцами, как, например, презентация экономического потенциала Башкирии в Италии. Не будет отменен Digital Kurultay, фестиваль «Крещенские морозы», выставка спортивных лошадей, чемпионат WorldSkills и другие. Напомним, 22 июня республиканские власти, внеся изменения в указ о введении режима «Повышенная готовность», разрешили себе проводить мероприятия с количеством участников свыше 50 человек. И в конце выпуска о погоде. Сейчас в Уфе минус 18, днем ожидается до 10 градусов ниже нуля, пасмурно и без осадков. Айдар Ахмадиев, служба информации «Эхо Москвы» в Уфе. Вы слушаете «Уфимский разворот» – программу, в которой ваше мнение может быть услышано, голос учтен, а СМС-сообщение прочитано в эфире нашей радиостанции. Слушайте «Уфимский разворот» по будням с 8 утра. Да не просто слушайте, участвуйте. Продолжаем эфир уфимского разворота на «Эхо Москвы» в Уфе. Меня зовут Айдар Ахмадиев. За звукорежиссерским пультом сегодня Руслан Валиев. Мы работаем в прямом эфире. Трансляция на YouTube также ведется, поэтому присоединяйтесь к нам с помощью интернета. Это очень удобно. Еще и видеть нас можете. А я напоминаю, что с нами на связи уфимская активистка Алла Яковлева. Алла, доброе утро. Доброе утро. Вы можете присылать смс и сообщения в Телеграме и WhatsApp по номеру телефона +7 927 304 10 51. Ваши вопросы, если останется время, обязательно задам Алле. Алла, вопрос к вам. Все началось с конфликта на Шота-Руставели. И, в принципе, все закончилось даже довольно успешно для жителей дома номер 5 по этой улице. После этого, правда, мы вас и в случае конфликта на Шота-Руставели видели часто. Вы появлялись в публичном пространстве. Вы, в том числе, я напомню нашим радиослушателям, искали и мэра Ульфата Мустафина, когда он внезапно куда-то пропал, и, я так понимаю, не встречался с вами, да, не мог организовать эту встречу, точнее, явиться на такие встречи. Но потом, уже после конфликта на Шота-Руставели, после того, как Ради Хабиров приехал, и, в принципе, эта проблема была почти решена, кстати, сейчас узнаем у вас, решена ли она до конца, вы начали появляться и в других протестных очагах в Уфе, в том числе связанных с точечной застройкой. Как так получилось, что вы решили выйти вот в такое публичное поле и продолжить свою активную протестную деятельность? Айдар, это получилось таким образом, что люди со всего города и даже из республики начали писать мне и продолжают писать в сетях социальных, просят о помощи, просят посодействовать их проблеме, спрашивают, а как же у вас получилось, что же вы сделали такое, что ваше действие было успешным. Мы тоже хотим, чтобы нас услышали, наши права были защищены. И я, естественно, не могу отказать этим людям, потому что, я знаю, что это такое, противостоять точечной застройке, вообще, что такое решать проблемы, которые связаны с решением властей. Для меня, то есть, это не первая проблема в жизни была, просто это первая была проблема, которая была вот так во всеуслышание. Вот такая громкая, шумная, можно даже сказать, скандальная. Пришлось на это мне пойти. И поэтому я понимаю этих людей, и я готова помочь каждому. Хочется помогать, чтобы люди могли свои проблемы решать. Я так понимаю, именно вы в сфере точечной застройки или еще и другие темы вас тоже интересуют?
Ну, другие темы меня тоже интересуют, но, знаете, точная застройка стала нам не настолько близка. Я изучила огромные томы всех разных градостроительных правил и так далее, те, которые раньше даже не прикасалась к ним. И я считаю, что это как-то надо использовать теперь, и тем более люди об этом просят. Ну, в том числе я помогаю 2 школам, например, спортивная школа и художественная школа в решении их проблем. У них там очень похожие проблемы, там, с директорами, с помещениями и так далее. Люди обращаются, спрашивают, а что делать, а как быть? Они мне пишут, я обмениваюсь с ними номерами телефоном, они звонят мне, созваниваемся в хороших отношениях, я помогаю. Вы уже однажды стали фигурантом административного дела, да, когда в Белый дом пришли как раз по одному из таких конфликтов, и вас, кажется, забрали на 3 суток, да, если я не ошибаюсь. Да. Вы у нас были после этого в эфире и сказали, что вам там довольно понравилось в плане того, что вы выспались и так далее. Вот не боитесь такого преследования, но более, наверное, серьезного? Вы знаете, я понимаю прекрасно, на что я иду. Я осознаю то, что действительно может быть серьезнее, более преследование, чем 3 суток и так далее. Знаете, в достижении какой-то большой, достойной цели меня это не пугает. Меня не пугает это. И кроме того, знаете, были попытки в процессе этой борьбы оказать давление на моих, например, бывших арендодателей. Я в процессе этой борьбы бросила все, бросила работу, бросила бизнес и так далее. Вот сейчас я на стадии того, чтобы возобновить свою деятельность рабочую, чтобы зарабатывать деньги, чтобы дарить людям комфортную, хорошую, качественную одежду. Кстати, я в этом процессе поняла, что я занимаюсь индивидуальным пошивом одежды, в основном мужской. Но в этом процессе я поняла, что так много людей в городе, так много хороших людей, и не каждому нужен этот индивидуальный пошив. Я решила заняться тем, чтобы создать свою линейку одежды, сейчас на стадии разработки бренд мой личный, и подарить большему количеству людей более доступную одежду, чтобы люди могли купить и ходить в качественной одежде, ну, в общем, от моего бренда. И вы знаете, я даже ожидаю того, что будут попытки каким-то образом оказать давление на этот мой бизнес. И, знаете, я к этому готова. Если кто-то будет оказывать какие-то давления на мой бизнес, попытается меня лишить любимого дела, знаете, я его брошу. Я уже 1 раз бросила, брошу еще раз. И займусь тогда теми ребятами, которые захотят оказать на него давление. Я буду заниматься тем, чтобы вывести на чистую воду. Я готова к тому, что может быть еще сильнее, да. Я готова. Вы знаете, я от вас жду в таком случае футболки там со словами «обнулись» и так далее. Это будет интересно. Да, но... я больше скажу. Это бренд на русском языке. У меня вот такое вот желание к разработчикам этого бренда. Это мое основное требование. Это должно быть на русском языке. Я понимаю, что сейчас на английском языке, когда пишут какой-то бренд, он более продаваемый. Я не боюсь этих трудностей. Мне хочется передать креативизм. Хорошо, а вот что касается именно протестной вашей деятельности, вас интересует только Уфа или, в принципе, Башкирия, в том числе, и другие города какие-то? Башкирия, в принципе, Башкирия. Меня, в принципе, Российской Федерации волнует, меня волнует страна. А почему она вас волнует? Почему другие спокойно сидят дома, работают, зарабатывают деньги и так далее? А вот вы решились на такую довольно, вы знаете, рискованную деятельность, особенно в условиях современной России. Да, вы знаете, это изнутри идет. Всегда все вокруг обращались ко мне с какими-то проблемами. Соседи, в моей семье все знают, когда какая-то проблема, все куда бежать, все бегут ко мне. Вы знаете, что-то происходит у соседей, это всегда так было. Они принимают в больнице, не хотят оперировать, что-то еще делать. Вы знаете, когда у меня папа мой болел, его 9,5 лет нет, я заходила в любую больницу и добиралась до главврачей. Когда говорили, ну, тут что-то там... Меня не пугало, никогда не останавливало это. Это что-то изнутри, понимаете? И не делать это равносильно беспокойно спать. Мне гораздо спится спокойнее, когда я влажу в это, когда я что-то с этим делаю, нежели я буду сидеть и, ну ладно, я смирюсь. Ну, у всех же так. А мне не устраивает, как у всех. Я хочу, чтобы у меня было так, как положено. У нас есть закон, и чтобы он соблюдался, этот закон. У нас, кстати, прекрасные законы, просто у нас нет достаточно правильного, отработанного, привычного какого-то механизма, как этот закон надо запускать в работу. У нас есть закон о том, что мы имеем право на комфортное, благоустроенное жилье. Но этот закон не исполняется, и, знаете, в силу того, как по закону мы должны написать органам власти обращение, и органы власти должны что-то с этим сделать. А мы в ответ что получаем? Факт. Констатированный факт.
был проведен проект планировки межевания, было сделано то-то, то-то, была выдана земля, было выдано разрешение на строительство. Или у школы художественной, у вашего директора закончился контракт. Да мы и так знаем. А давайте посмотрим, как это все произошло, с чьим участием и так далее. Да никто не разбирается. Этот механизм не работает. В итоге приходится выходить с плакатом, с протестом. Я же не от большого там радости какой-то или от чего-то там выходила с этими плакатами. Да безысходность. Да по-другому не услышали. Пришлось. Мы начали-то тихо. Мы еще в апреле месяце, моя старшая подруга еще в 2019 году писала об этом, говорила с представителями администрации Орджоникидзевского района о том, что уведомите, пожалуйста, когда будет общественное обсуждение. Да, сказали Гульнара Фотовна, обязательно. А в итоге что получилось? Получилось то, что получилось. Это вот вы про проблему на Ашота Руставели? Да, это про нашу проблему. То есть это, в принципе, уже очень давно тянется? Да, очень давно тянется. И знаете, к сожалению, я как житель своего двора работаю гораздо быстрее, чем представители администрации города, которым было поручено главой республики решить эту проблему, а ВОС и ныне там. Знаете, я подталкиваю, я звоню, я настаиваю, я хожу и так далее. Но, знаете, они не спешат что-то решать. Вот, к сожалению, это так. И, знаете, все решается нашими силами. У нас до сих пор продолжаются суды. У нас также суд принял к вниманию в среду 3 числа наше уточнение исковых требований, так как мы получили, наконец-то мы смогли выбить из БТИ схемы наших придомовых участков, и в дополнение к отмене признанных уже общественных обсуждений мы дополнили пункты там, о признании проекта планировки межевания недействительным. Это нужно для возврата наших земельных участков. Администрация города ничего делает с этим. Это делаем мы. И, похоже, это сделается решением суда, скорее всего, потому что, вы знаете, это же мои силы, это силы моих соседей, это наши деньги. Администрация города почему-то не шевелится. Вот это расстраивает, понимаете? Вот это грустно, то, что даже решение главы республики, видимо, Радию Фаритовичу придется напомнить еще по СК-6 о том, что тут кран стоит, его вообще надо убрать. Почему так происходит? Не может все делать один Радий Фаритович. Это же неправильно. Есть люди на местах, которые уполномочены это решать, но они не берут на себя ответственности. А теперь на сегодняшний день у нас еще и мэра нет. Никакого мэра нет вообще человека, который бы взял на себя хоть долю ответственности, поставить подпись за то, чтобы вернуть нам наши придомовые территории. Абсурд. Алла, вы знаете, по моему мнению, вы звезда протестной активности сейчас, в Башкирии в том числе, потому что ваше имя, как я уже говорил, появляется довольно часто. Но воспринимают ли вас всерьез именно чиновники? Я, в том числе, когда веду эфиры с ними, например, на «Эхо Москвы» в Уфе, я много раз задавал вопросы, называл ваше имя, для того, чтобы просто узнать их осведомленность о вашем существовании. Вот они все знают вас прекрасно и даже имеют мнение, вы, наверное, слышали. Но вот как вам кажется, ваши отношения, они серьезные или к вам относятся, как-то вот спустя рукава? Вы знаете, относятся. Вот я не могу сказать, что прям очень серьезно, но и не спустя рукава. Они понимают, что делать придется. Я каждому говорю, ребят, давайте мы сейчас сделаем, быстрее сейчас, все равно придется. Вот не так, значит по-другому, все равно придется. В какой-то степени слышат, знаете, начали слышать. Просто настолько представители нашей власти привыкли не слышать людей, что поменять их привычку в одночасье я не могу. Это невозможно, это нужно время, может быть полгода, может быть год, может быть 5 лет. Но я не остановлюсь, я буду доносить до них, я буду говорить об этом, что надо делать, потому что иначе мы с вами просто захлебнемся. Понимаете, любой чиновник рано или поздно может им не стать, этим чиновником, и он попадет в окружение тех людей, которые просто живут. Вы знаете, такое мнение есть о том, что каждый чиновник, каждый человек, имеющий власть, когда он теряет эту власть, о нем быстро забывают. И вот хотелось бы каждому из них напоминать об этом периодически, о том, что о них ведь тоже могут забыть. Они могут уже не иметь полномочий, не иметь должности. И что они будут делать тогда, когда их права будут нарушены? Когда позвонить некому будет, когда его окружение уже сменится во власти. Алла, вы знаете, опять же повторюсь, вас видно.
Вы часто появляетесь в нашей региональной и городской повестке. Но в то же время, например, недавно созданный Совет по правам человека, совершенно, на мой взгляд, сейчас, он такой полумертвый орган, который иногда в конвульсиях выдает какие-то тексты. Вот вы себя хотите с кем-то ассоциировать, с какой-то правозащитной организацией, или вы планируете все-таки продолжить вот так в одиночку бороться? Вы знаете, возможно, я бы организовала какую-то организацию. Вы знаете, я считаю, что в эту организацию на данный момент не вошло бы большое количество людей. Это очень маленький, узкий круг людей, которым действительно не безразлично, которые делают это не для хайпа, не для пиара, знаете, а для действительно решения проблем. Ведь моя задача действительно решать проблемы. Вы знаете, мне этот хайп и пиар не нужен был никогда. Я занималась пошивом классных вещей, и даже учитывая вот эту деятельность, я не пиарила себя, я не создавала какую-то рекламу имени вокруг себя. Но вы знаете, этот пиар, он сам пришел, и оказалось, что без него-то проблемы-то, оказывается, не решить. И вы знаете, люди, которые говорят о том, что вот Алла Яковлева крикуня такая ходит, кричит, ей так просто легко. А пусть они на один день, я им предлагаю встать на мое место, пожить со мной рядом один день и покричать. Ведь за тем, что я кричу, как им кажется, я что-то делаю, ведь огромная еще ответственность стоит. Я беру ответственность за этих людей. Я не просто хожу, дружу с музыкальной школой, с художественной школой или со спортивной школой. Моя задача помочь им решить проблему. И вы знаете, даже по просьбе многих моих соседей, жителей, соседи вообще давно об этом говорят, люди на улице меня останавливают и говорят об этом, просьбу выражают ко мне баллотироваться в депутаты горсовета. Вы знаете, я поначалу, как-то у меня мысль такая была, что, возможно, скорее я буду в 2021 году баллотироваться как самовыдвиженец беспартийный. На сегодняшний день я приняла решение, что в 2021 году этого делать не буду. Возможно, через 4 плюс еще года к этому, возможно, я к этому приду. Потому что, вы знаете, я считаю, что одной быть среди тех депутатов, которые есть сейчас в депутатском корпусе, возможно, они переизберутся и так далее, мне не хочется. И что-то делать с этой системой я для себя лично вижу возможность снаружи, нежели изнутри. Потому что, будучи депутатом, я понимаю, что я буду ограничена определенными рамками и так далее, и что придется собираться в определенное время и делать то, что делают другие. Но я вижу это по-другому. У меня нет согласия с тем, что происходит сейчас. Я не буду сидеть и как 35 оставшихся, или 31, или 22, или 12 человек делать то же самое. У меня взгляд на это другой. Алла, вы понимаете, что сейчас вы я, конечно, не люблю так характеризовать, но как обычный гражданин, у вас меньше полномочий, чем если бы вы стали депутатом горсовета. Возможно, все-таки, может быть, как-то стоит об этом подумать. Потому что я ответственно заявляю, что я бы, например, хотел именно видеть таких депутатов, которые выходят на связь с людьми. Это очень важно. Сейчас мы это совершенно не видим. Да, Айдар. Я поняла, спасибо вам за доверие, мне многие люди об этом говорят, но вы знаете, в чем проблема, почему я не иду сейчас именно? Я вижу, как это происходит, происходит какой-то протест, люди не хотят что-то, приглашает представитель органа власти, главу района, представитель администрации, своего депутата, мы своих 2 депутатов звали, один вообще не пришел, а второго, знаете, люди вытолкали, выгнали. Люди, когда видят, что приходит официальное лицо, депутат, представитель администрации города, района, у людей, знаете, реакция бешеная просто. Люди готовы, я не знаю, побить их, подраться с ними, разругаться. Люди считают, что это те люди, которые создали им проблемы. А когда я прихожу меня рады видеть. И я не хотела бы, чтобы у людей возникало, знаете, сейчас мнение, что, Алла Яковлева, она, конечно, была молодец в чем-то, но она стала одной из. Я считаю, что мне еще людям нужно какое-то время еще показать о том, что я действительно делаю для них, и мне, если я стану депутатом когда-либо, мне придется действительно, у меня и так очень много времени уходит на общественную работу, и я меньше времени стала уделять в какой-то степени себе, но, знаете, от этого удовольствие получаю, от того, что я помогаю другим людям. Я считаю, что я себя вообще практически в корне должна буду посвятить городу, людям, своим избирателям. Потому что мне нужно будет это не для того, чтобы лоббировать какие-то собственные интересы или самоутверждаться. У меня депутатский значок и что-то в этом духе. Да не в значке дело. Я должна буду делать для людей, слышать их просьбы и выполнять их.
И мне придется на это действительно тратить очень много сил, выкладываться по полной программе. Я это понимаю прекрасно. И просто я хочу еще людям показать, чтобы у людей закрепилось мнение о том, что представитель власти – это не обязательно человек, которому там хочется что-то с ним нехорошее сделать. Хорошо, я понял. Если бы вас назвали депутатом, вы бы подали в суд, да, на это, как это сделал Андрей Носков? Нет, ни в коем случае нет, я бы не подала в суд, нет. Я вообще считаю, что оценочное суждение, и вообще даже, знаете, есть люди, которые недовольны моей работой, те же дольщики, которые там как будто бы пострадали, они считают, что они пострадали. Есть еще некоторые там их близкие, родственники. Я не буду на них в суд подавать. Зачем? Пусть они хоть что пишут, моя жизнь от этого хуже не становится. Алла, прошу прощения, у нас мало времени осталось. Вот вопрос от радиослушателя очень хотелось бы задать. Значит, вы подавали заявление о пропаже Мустафина в полицию. Какой был ответ? Если можно, очень коротко, мало времени. Ответ пришел с опозданием. Они в 30 дней не уложились, написали о том, что Ульфат Мустафин был в отпуске, на самом деле, в тот момент. И все на этом. В общем, они его нашли, но мне не предоставили. Хорошо, Алла, огромное спасибо. Довольно приятное интервью, на мой взгляд. Удачи вам желаю и не сдаваться. Спасибо большое, Алла. Дня. Спасибо и вам. Уфимская активистка Алла Яковлева была у нас в эфире. Всем хорошего дня. Меня зовут Айдар Ахмадиев. За звукорежиссерским пультом сегодня был Руслан Валеев. До свидания. Мягкой посадки вашим батарейкам. Эхо Москвы в эфире